Для кого-то просто памятная дата, для других же целая жизнь. 32 года прошло с того дня, как советские войска вышли из Афганистана. Около 400 ингушей воевали там. 12 из них погибли, выполняя свой интернациональный долг. А вот когда в туннель ходили, помнишь вот этот случай? Саланга. Да, самый тяжелый случай. Я вот помню, этот, внизу, у нас был такой, да. внизу 50-60 тепла, там 40 мороза. Воины-афганцы вспоминают события 1980 года, которые произошли на перевале Саланг в туннеле в Афганистане. Тогда молодой сержант Юнус Гуцериев сопровождал военную колонну, путь которой проходил через туннель длиною более 4,5 километров. Когда вся колонна, заехав туда, вынуждена была остановиться. Вентиляция в тот день не работала, команды заглушить двигатели не было, из-за чего люди остались без кислорода, и многие солдаты отравились угарным газом и погибли. Молодые парни, 18-19 лет, попали в этот туннель. Вентиляция отключилась. То ли диверсия была, то ли еще что-то другое. Непонятно до сих пор это. Техника работает, люди начали задыхаться, люди начали поднимать панику, подать. Кто-то стрелять начал. И вот это такой день был, такой для всех. Очень много людей погибло в эту ночь. Мы их сами вытаскивали, складывали их. Вот это так, да, я непосредственно был участником этих событий. Очень много людей мы оттуда вытащили. Особенно молодых, которые не понимали, что это такое, но как более зрелые, более подготовленные. Мы все старались помочь командованию, чтобы, как бы сказать, поменьше трагедий было в эту ночь. Но погибло очень много людей. Вот такого самого, что запомнилось, самое тяжелое, что врезалось в память, вот это вот было. Воспоминания об афганской войне у Юнуса Гуцериева до сих пор вызывают ком в горле. Весь ужас того дня снова появляется перед глазами. 18 лет он ушел в армию, а через некоторое время его направили в Афганистан, где оставшийся год провел там. Такие вот тяжелые воспоминания, иной раз трудно об этом говорить. Когда мы собираемся все вместе, мы говорим об этом так непринужденно. Но сегодня, по прошествии столько времени, все равно тяжело вспоминать эти тяжелые дни. Вот. Служили мы, значит, в городе Баграм. Оттуда разъезжали в командировки по всей территории Республики Афганистан. Основная задача была сопровождение грузов, охрана объектов. Традиционно 15 февраля в России отмечается День памяти воинов, исполнявших служебный долг за пределами отчизны. Именно в этот день 1989 года последний советский солдат покинул территорию Афганистана. И вот уже на протяжении 32 лет воины-афганцы, участники других конфликтов, 15 февраля встречаются и вспоминают события той войны. Многие остались там, поэтому от имени главы я всем говорю большое спасибо за ваш ратный подвиг, спасибо за эти действия, за эту интернациональную борьбу, движение. Но сегодня надо вспомнить и тех, кто не вернулся домой. Поэтому всем светлая память. Для советских солдат афганская война проходила почти 10 лет. Через ее жернова прошли более 600 тысяч солдат и офицеров. 12 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан. Сначала они просто сопровождали колонны, охраняли важные объекты, но позже были вовлечены в военные действия. Каждый день телефонные звонки, как дела, как здоровье. Даже стараемся лишний раз даже увидеться. Приятно разговаривать, на месте о чем вспомнить, хотя некоторые об этом не хотят говорить, даже некоторые вещи тяжелые, но все равно приятно видеть человека. Согласно официальным данным, в афганской войне погибло более 15 тысяч советских военнослужащих, включая сотрудников КГБ и МВД, а количество раненых превысило 53 тысячи человек. Это десятилетия прошли, но каждый раз, когда мы собираемся, я вот отмечаю лица одухотворенные, лица надежные, лица, которые в глазах имеют блеск. Но как нас становится меньше и меньше, и как мы стареем. Ну а вам, всем собравшимся нынче здесь, поклон большой.
Баркал Теврейс. 10 лет бок о бок более полумиллиона бойцов прошли через афганскую войну. Они не делились по нациям, доверяли своей жизни друг другу. Воины-интернационалисты все вместе шли к этой дате. Многие из них домой так и не вернулись. Насчет ребят, которые там прошли, я сегодня за них могу смело говорить, даже где бы мы не были. У всех у наших ребят есть грамоты Президиума Верховного Совета СССР, по первый раз. Также с ними и награды тоже. По 2, по 3 награды у наших ребят есть, даже не считая юбилейных. Так что не то, что мы даже в других республиках, пока в данное время, ингуши, мы с ним можно гордиться, даже Руслан Султанович все время, где он не говорил, он как будто, знаешь, восхваляет, он говорит, чеченцы, ингуши, ни один не попал в плен и нигде не струсил. Так что это действительность и правда, я могу это смело заверить. Воины афганской войны называют себя одной большой интернациональной семьей. Они часто собираются вместе, вспоминают службу. А впереди не одна встреча со школьниками, где они рассказывают о героях и подвигах той войны. Им есть что рассказать. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.